Тебе опять страшно? Нет, доча, все, спи, все хорошо, спи. Тю, понял? Как ты? Привет, мам. О, привет, дочь. Пойдемте туда. Сейчас. Спасибо, мам, тебе. Ой, ну что ты? Я только буду рада посидеть, поесть чупуни. Ну, давай, показывай, где у тебя что лежит. Так, мам, смотри. Мам, я здесь закупила вам продуктов на 2 недели, вам должно хватить. И еще оставлю денег. Ой, ну зачем? Я б сама ходила в магазин. Ну, мам, ты же видишь сейчас, какая ситуация. Лучше лишний раз ни с кем не контактировать. Да это проще будет. Хорошо. И здесь я написала напоминалку на всякий случай. Это контакты врачей и список лекарств. Если что, вот звонишь ему сначала, а потом мне. Хорошо? Хорошо. И по поводу лекарств. Так, доченька, пойди порисуй. Хорошо. Значит, так. Это лекарство для сердца Чулпон. Здесь все разложено по дням и расписано. Самое главное, не забывай давать, хорошо? Ну, конечно, не забуду. Ну, а ты как? Собрала всю сумму? Почти. Еще немного осталось. Кардиохирурги все в курсе. Все готовы к операции. Как только нужную сумму соберу, мы с Чулпон поедем. Я знаю, мам. Я знаю, о чем ты хочешь спросить. Я когда вернусь, все тебе объясню. Все будет хорошо. Не переживай, пожалуйста. Доча, у меня плохое предчувствие. Мам, ну ты же понимаешь, я все делаю ради Чулпон. Все будет хорошо, не переживай. Дай бог, дай бог. Мам, тут мне звонят. Я сейчас. Мне надо ответить. Чего поняла? Чего ты тут делаешь? Ух ты, это Мишка? Ух ты. Здравствуйте, Айгуль. Да, здравствуйте, я слушаю. Как ваш настрой? Я готова. Хорошо, мы уже обсуждали с вами, что этот разговор должен остаться между нами. Да, конечно. В этом я заинтересована не меньше вас. Давайте сразу с вами обговорим все детали. У вас нет вопросов по поводу обсервации? Я вам объяснила, почему мы не сможем провернуть эту схему там. Да, мне все понятно. Вас определяют в 6-й корпус, я уже договорилась. Лучше нам лишний раз не контактировать и делать вид, что мы не знакомы. В случае чего я буду вам писать на этот номер. Сумму мы с вами обговорили. Вы будете указывать в журнале цифр меньше, чтобы мы могли принимать своих пациентов. Я буду снаружи, вне красной зоны. Буду принимать пациентов. Вы контролируете все, что будет внутри красной зоны. Но у меня тоже будут уши. Так что я буду в курсе. Ну что ж, я буду рада вас видеть вживую. До скорой встречи. До встречи.
Я так и поняла, что любимая розовая. Доча, не переутомляйся и не переживай. Ты соскучиться не успеешь, а я уже приеду. Обещаешь? Обещаю. Мам, звони в любое время суток, если что-то случится. Ну, конечно. Все будет хорошо. Не переживай. Ну все, я побежала, машина уже приехала. Но ты будь осторожна. Береги себя. Все, пока. Пока. Все, доча. Здравствуйте, Айгуль Ташматова? Да, В обсервацию? да. Садитесь. Вот же семья. Дети есть, да. Дочка есть. Не страшно вам будет? Ну, мы же врачи, нам легко не бывает. Открывайте, открывайте. Свои. Это много, да, врачей? Там много. Здравствуйте. Я могу вам чем-то помочь? Доброе утро. Я Айгуль Ташматова. Пульмонолог? Я старшая медсестра Ульяна. Очень приятно. Мне тоже. Я рада, что у нас будет врач такой высокой квалификации. Спасибо, что вы меня приняли. У вас будет отдельная комната, так что пойдемте, я вам покажу. Хорошо? Вы хотите жить одна или не против с кем-то? Я бы предпочла одна. Вот наш корпус для медперсонала. У вас будет комната номер 17. Угу. Ну, добро пожаловать, располагайтесь. И ровно в 2 часа мы ждем вас в корпусе. Хорошо, я буду. Айгуль, так как вы у нас волонтер, мы определили вас в бригаду из 6 человек. 2 врача, 2 медработника, 1 медсестра и санитарка. Смена будет длиться 8 часов, остальное время на сон и отдых. Вы должны будете вести списки, фиксации и протокол. Кстати, насчет протокола, пройдемте, я вас познакомлю с Гульнарой Эйджи. Ну, конечно, 2 врача – это совсем мало. Но если будут новые волонтеры, врачи, мы, конечно же, их добавим в бригаду. Ну, у нас у врачей легко не бывает. Вот, Гульнара Эйджи, познакомьтесь. Гульнара. Айгуль, очень приятно. Тоғаныштан. Біраз мен таныштық қой, Нандаслен, Хорошо.
Мынаке, Здравствуйте. биздин балдар. Танышал. Медбратыбыз Болот менен Кубаныч, медсестрабыз Айнура. Очень приятно. Очень приятно. Азыр мен сени протокол менен тааныштырып коеюн. Бул жерге келип отуруп окусаң болот. Так, отура кой. Азыр биздин смен башталат. Элдер аябай көп болуп отурулар. Даярданышыбыз керек. Хорошо. Балдар, сменге кеттик, жүргүлө. Ну что, Айгулечки, как вы? Жалаң антибиотик менен дарылангандарды алып келип атпайбы? Биздин дарылар жардам бербей атат. Жанагы оорулуунун сахарын диабети да бар турбайбы? Билбейм. Туруктуу абалдан тез эле оор абалга өтүп кетет деп ойлогон эмесмин мен. Баса мен писек түзүп койбодум беле. Дарылардын керектүү. Координаторга апарып берчи. Азыр керекти бул? Ооба, азыр керек. Ага, все хорошо. Нужны эти лекарства. Окей, я отправлю запрос. Айгуля, твоя главная задача – придержать свободные места и писать в журнал наименьшее количество свободных коек. Хорошо. К нам еще поступили 2 пациента. Хорошо. Я поняла. Хорошо.
Привет, доченька. Привет, мама. Мы сегодня испекли яблочный пирог. Я помогала. Молодец. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Я очень много рисовала. И еще мы смотрели мультики. Хорошо. Ты сама как? Устала, наверное. Да, сегодня было очень много больных. И в этих СИЗах все время работать очень тяжело. Да и с этим протоколом какая-то путаница. Отдыхай, доченька. Маме надо отдохнуть, да? Попрощайся с мамой. Ну и нам пора ложиться спать. Мама, пока. Когда ты придешь, мы еще раз сделаем пирог. Хорошо. Спокойной ночи. Я тебя люблю и целую. И я тебе 100 тысяч миллионов раз. Мам, вы ей даете лекарства? Конечно. Как ты написала все? Хорошо. Ну все, мам, спокойной ночи. Если что-то будет нужно, звоните или пишите мне, хорошо? Хорошо. Отдыхай, доченька. Сожмите мою руку сильно. Ага, вот так. Хорошо. Продолжайте дышать. Все будет хорошо идти. Все будет хорошо идти. Давление измерили? Сатурация? Сатурация в норме, но, возможно, у нее паническая атака. Иди, смотрите на меня. Сейчас дойдет до пика и пойдет на спад. Продолжайте дышать. Все хорошо идти, ладно? Поставьте, пожалуйста, капельницу. Вы новый врач в нашей бригаде? Да, я из городской больницы. Вызвался волонтером. Слышал, у вас здесь очень тяжелая ситуация, да? Да, здесь все у нас непросто. Хорошо, что вы пришли. Ваша помощь нам понадобится. Кстати, я Улан. Айгуль, очень приятно познакомиться. И мне тоже. Хорошо, продолжайте тогда. Говорите, что свободных коек нет. У меня в машине 2 пациента лежат. Что мне с ними делать? Куда мне с ними ехать? Ну что мне делать? Это ты? Вы тоже поймите нас. Это я, Улан. Улик, ты что ли? Привет, как дела? Слушай, что за беспредел у вас здесь творится? А, помоги. Сейчас придумаем что-нибудь. У нас совсем нет свободных коек, да? Нет. Ну, Мы и от скорой принимаем, и от самих родственников. Пока скорая ехала, тут уже заняли. куда мне деть 2 пациентов? Что Понятно. мне Можно делать? посмотреть журнал? Давай. Ясно. Тут действительно очень большой поток. Ты уж извини, Егор. Ясно. Ну ладно, давай. Дело срочное. Обязательно. Не болей пока. Давай. А, Егор, подожди. А, Ты на том же номере, да? ну да, мой старый номер. Будем на связи. Да. Береги себя. И ты тоже. Удачной смены тебе, старик. Спасибо. Давай.
Окей, успокойтесь, все будет нормально. Все, окей, все будет хорошо. Не паникуйте, окей. Не паникуйте, все, успокойтесь. Успокойтесь. Все будет хорошо, окей. Все будет хорошо, окей. Успокойтесь, окей. Все будет хорошо. Я не хочу умирать. Вы не умрете, Бэки, у вас все будет нормально. Бэки, успокойтесь, Бэки. Вы не умрете, Бэки, все нормально будет. У вас сатурация нормальная. Успокойтесь, Бэки. Хоныч, срочно кислород. Пульс пропадает. Интубируем срочно. Отключаем ИВЛ. Улан, не вини себя. Возраст. И у него была гипертония и диабет. Здесь мы не смогли бы ничего сделать. Если бы у нас было бы все необходимое, он бы еще пожил. Мы могли бы его спасти. Успокойся. Все будет нормально. Айнура? Айнура? Айнура, это очень важно. Тебе надо проследить за координатором. Следить за всем, что она делает. Куда идет, с кем встречается, прям до мелочей. Ламбаки, а зачем следить мне за ней? Надо. А капельница? Я тебя заменю. Я должен быть в красной зоне. Ты можешь отлучиться, и никто об этом не знает. Хорошо. Угу. Ламбаки! Ламбаки! Ламбаки, так, садитесь сюда. Садитесь. Ламбаки, что с вами? Что случилось? Все хорошо, Ламбаки, на меня смотрите. Ламбаки. Давай кушаться. Так, Ламбаки, успокойтесь, пожалуйста. У вас признаки переутомления, вам нужно отдохнуть и пить побольше жидкости. На меня смотрим. Спокойно. Все хорошо? Успокоились? Дышите. Илон, мне нужна твоя помощь. Минуту, мне надо кое-что проверить там. Алло, да, это скорая. Сколько свободных коек у вас есть? Так, сейчас проверю.
У нас 2 свободные койки. Хорошо, спасибо, 2 свободные койки. Хорошо, я вам позже перезвоню. До свидания. Алло, Улик? Они сказали, что у них есть 2 свободные койки. Ага, понял, спасибо, Егор. Ага. Да без проблем. Давай, пока. Ага, пока, спасибо. Пока-пока. Ага. Вот фотографии. Координатор весь день была на месте. К ней подходили родственники, они о чем-то беседовали. Она ведь, кроме этого, куда-то уходила? Да, один раз. Я увидела только, как она уходит. Это был Кубрик Айгуль. Ясно. Мне сказать Гульнараджи? Нет, не надо. Я сам решу этот вопрос. Помогите! 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 Он мой единственный сын. Помогите, пожалуйста. Я кислородную подушку. Я заплачу любую сумму. Пожалуйста. Только побыстрее. Ребята. Как зовут вашего? Айбек. 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 Улан, хватит. Бери. Остановись, Улан. Айбек. 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 Мам! Айбек. Они же что, они только парацетамол дают, больше ничего. Да, а ты хреново выглядишь. Спасибо. Здесь у меня рапорт и заявление. Ага. Надо в прокуратуру отдать. Ага. Значит, ты разобрался, нашел виновных? Да, нашел, к сожалению. Слушай, старик, мне надо ехать. Давай, потом все расскажешь. Обязательно. Спасибо, Егор. Ага. Я все передам в прокуратуру. Вера, я сегодня Улана не видела. Да, его с утра не было сегодня. Да, вообще в последнее время он себя неважно чувствует. Недавно в обморок упал. Да? Угу.
Улан? Улан? Улан, что с тобой? Улан? Куаныч, болот, Улан без сознания. Срочно все сюда. Улан, дыши, 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 дыши. Улан, слышишь меня? Дыши, 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 дыши. Так, ребята, ну где вы там? Дыши, Улан, дыши. Помогите мне его поднять. Переложите на кровать, осторожно. Переворачивай. Дайте мне, пожалуйста, пластырь. Улан, дыши. Видимо, от переутомления сознание потерял. И когда пришла, у него пульса не было. Улан. Все. Это нас напугало. Айгуль? Айгуль? Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Скажи мне, зачем ты это делаешь? Я не горжусь тем, что я делаю. Но жизнь моей дочери важнее. У меня есть дочь. У нее порок сердца. Нужна операция. Я написал заявление в прокуратуру и рапорт. Прости, я не знал об этом. Это уже не важно. Я уже накопила нужную сумму. Операция состоится, и моя дочка будет жить. А что будет со мною, уже не имеет значения. Конечно, имеет значение. Ты должна быть рядом со своей дочерью. Я напишу встречное заявление, мы все расскажем, они должны понять нас. Я сделаю все возможное. Сделай все возможное, чтобы поправиться. Ну вот и все. Я пришла с вами попрощаться. Рахмат саған. Сендей врачтар керек бізге. Спасибо. Берегите себя. Вы тоже. Очень приятно было с вами поработать. Мне тоже. Ну, пока. Давай. Давай. Приятно было со всеми с вами поработать. Надеюсь, еще увидимся. Давайте, берегите себя. До свидания.
Привет. Ты уже собрала вещи? Ну да, благодаря тебе меня отстранили. Я написал встречное заявление, но там мне ответили, что процесс уже запущен. Я ж такой молодец. Отправил фотографии с твоей подписью. Не вини себя. Слушай, я хочу помочь тебе. Если что-то случится, и ты не сможешь быть рядом с своей дочерью после операции и в дальнейшем заботиться о ней, я могу заботиться о ней. Пожалуйста, не отказывайся от моей помощи. Все будет так, как будет. Добрый день. Айгуль Ташматова. Да. Пойдемте.